Так, всем привет, дорогие друзья. Сейчас я здесь немного, как обычно, поднастрою, потом уже начнем. Сегодня такая неформальная обстановка. Я бы сказал, не то что неформальная, необычная для вас всех. На фоне наших прекрасных топовых волков, Фурии и Акелы. Не знаю, как вам понравится такая идея, не понравится. Но теплые деньки. На улице прекрасная погода. Комарья вроде бы нет, но когда красил, были мошка, комары. А сейчас как бы вроде бы все подуспокоилось. Сейчас постараюсь провести эфир. И чтоб никаких неполадок не было. Потому что в доме жарко, кондиционера в доме нет. Поэтому там очень сидеть некомфортно сейчас. В прошлый раз я еле выдержал, если честно. Добрый вечер, всем добрый вечер. Так, я сейчас настрою телефон, чтобы смотреть комментарии в телефоне, потому что я очень плохо вижу. Так, и уже оттуда начнем. У нас еще до эфира 8 минут, ну, вышел так. И скажите, как вообще, хорошая связь, нехорошая, как вообще меня видно, слышно? 20 Санта... Так, кто-то 20 евро, вот, 20 евро кто-то. Саранос Р, 20 евро, спасибо огромное, спасибо. Дай бог здоровья. Все, чат открылся. Я все вижу. Так. Спасибо огромное за донаты. Не знаю, вам хорошо будет, плохо. Замечательно все. Ну, отлично. Отлично. Да, видно Акела. Акела. Сейчас я подойду. Акела. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Так, пруд мы вчера залили. У нас вообще на самом деле очень много здесь деталей и моментов, на которые нужны средства, но я, как обычно, я вообще стараюсь обо всем не говорить, но так как ситуация ухудшилась в плане ютуба и вообще, скорее всего, сказали, может, к сентябрю закроют, и из-за этого, как сказать, уже 5-й месяц, в принципе, без работы, без средств. Не, работа-то есть, работаем только в 10 раз больше, а средств все-таки это немножко поджимает в этом плане. Поэтому спасибо отдельное Виктории за то, что она организует сборы, оповещает об этом, обо всем. Очень сильно помогаете. Вы все сплоченно, так что переходите в телеграм-канал, там у нас есть свой чат, у нас уже достаточно много людей, и в чате, я бы сказал, очень много людей и очень много общений. Так, уже пошли здесь у нас переводы. Сейчас, подождите, я включу, чтобы я видел уже все. Так, ждем 5 минут и начинаем тогда. Любимому парку Лидия Владимировна, 500 рублей, спасибо. Спасибо. И Елена Анатольевна 3000 на нужды парку. Спасибо вам огромное, Лидия Владимировна и Елена Анатольевна. Так, здесь еще Жанна Королева, 500 рублей, спасибо. Так, я могу уже здесь смотреть. Да, рядом животные. Ну, надеюсь, сейчас стрим пройдет удачно. Сейчас у нас солнышко уже за дом зайдет, только за дом. Там у нас деревья, и солнца уже не будет так. Мы, в принципе, можем пересесть, но я выбрал такой ракурс, чтобы комарья, главное, чтобы не началось. Чат, где больше волчат. Да. Всегда рады помочь, чем можем. Спасибо огромное всем за поддержку. Огромнейшее спасибо. Я даже не знаю, как всех благодарить. Я не ожидал такого, на самом деле, порыва, такой поддержки от людей. Вот. Но я еще раз скажу, это все благодаря вот эти сборы, которые ведутся в Телеграме, да, в основном. Это все благодаря Виктории и ее напору, ее пониманию и вообще
что происходит здесь, она больше всего на самом деле знает из вот людей, которые не приближенные прям так. Ну, имею в виду как родственники ко мне. В основном только родственники все видят, понимают, а она как бы много чего. Потому что она говорит, так, надо то-то. Я говорю, не получится, потому что то-то. Она говорит, ну надо та-та-та-та. Я говорю, блин, а тут та-та-та-та. И вот поэтому она достаточно много знает о парке. Кстати, Карина, отдельное тебе спасибо. Ты большую сумму сбросила. Я уже сказал насчет Украины, что не нужно сейчас украинцам скидывать средства, потому что у вас и так нелегкая обстановка. И поберегите денежки. Поберегите денежки, здоровье свое. Спасибо огромное, Карина. По 3000 там почти скинула. Спасибо тебе большое. Да, Карина, огромное спасибо, Карин. За все время очень много Карина отправила тоже. Если так посчитать, очень много. Спасибо огромное. Так, я так и не зашел. Зашел. Балта надо было назвать Балу. Всем привет, привет, привет. Нас 400 человек сейчас или 40. Белоруссия, привет. Не могу чуть дальше отсесть. Все равно я. Кела, красавец мой. Так, ну что у нас? 2 минуты и начнем. Новости. Андрей, как обстоят дела с Бришом? Ты с ним подружился? Нет, я с ним не подружился. Вчера по носопырке своей получал. Хотел меня схватить. Я цыплят раздавал и хотел меня он схватить. И я его, в общем, спровоцировал меня. Андрей, как настроение ваше? Прекрасно. Вот когда солнце есть, прекрасное. Вот в 90% случаев прекрасное настроение. Вот именно солнце, когда. Может, это у всех так людей, но у меня вот так вот. Я вот солнце, это мое все. Это свет, это тепло, это яркость. И вообще это улыбка сразу на лице появляется. Андрей, под одним из роликов, где тебя хейтили за Светлого, мне сказали, что я плохой админ. Мимоход, а вы кто? Привет, Харьков, привет, привет, Харьков. Можно посетить парк, Андрей? Да, за определенную сумму можно посетить парк на 10-15 минут. Вы скидываете мне средства, я скидываю вам местоположение, точку, и договариваемся о времени и приезжайте. 10-15 минут вам могу экскурсию провести. Так, будут еще другие же в парке помимо волков. Ну, по спасению, если кто-то. А так, пока кабаны, вот соболя у нас кабаны, вот курицы появились, так. Кто еще? Ну, пока все, вот вольфунды. Ну, их нельзя называть вольфундами, потому что автор породы может предъявить мне за это, как и я могу предъявить тем, кто валлендами называет. Породу совсем не валленды. У нас гибриды волка и маламута. Вот, есть, которые... Это двое братьев. Андрей, как глазки у Светлого, капаю, купил еще капли, те закончились. Во сколько у вас темнеет? Ну, часов 10, наверное, начинают. Ну, к 9, наверное, уже солнца не будет, может. Так, ну все. 8 часов ровно. Не знаю, не глючит, все нормально. Тема у нас стрима сегодняшняя. В первую очередь... Я хотел бы рассказать новым подписчикам. Сейчас я не знаю, когда это начать на самом деле, потому что нас всего лишь 500 человек. Обычно бывает больше, но бывает и так. Уже 5000 было, 10. Ну, 10 было в самом начале, чтобы от меня отстали люди, потому что я не хотел вообще никого принимать. Потом вижу, что действительно люди, вот многие приезжают с других городов, и
и, возможно, в Питер еще не приедут в ближайшие 5-10 лет, я сделал такую сноску для них, ну вот 5000 рублей, более адекватная цена, за которую я могу свое время уделить, и, в принципе, для них не будет так затратно посетить парк. Вот, поэтому я на этот случай, из-за того, что очень много приезжих в Питер, приезжают как на культурную столицу посмотреть, и тем временем хотят заехать ко мне. Вот для таких людей я сделал и, в принципе, одобрение. Хотел рассказать я вообще для чего, вообще о себе, представить себя, кто я такой, зачем я строю здесь вот это все при помощи поддержки определенных людей, при помощи поддержки вас, дорогие друзья. Вообще, что у меня состоит. Вообще, я об этом говорил неоднократно. Ну, я еще раз повторюсь, потому что очень много вопросов у новичков по поводу, зачем тебе собаки, зачем тебе валенды, гибриды, у тебя питомник, у тебя не парк волков, у тебя и тому подобное. Зачем тебе тот, зачем тебе этот, зачем тебе... В общем, плохо видео, скорее всего, смотрят, поэтому мне нужно будет повториться, и я вам об этом расскажу. Это сегодняшняя тема стрима. Ариана Сайдаян, 5000 рублей, думаю, это много, если 10-15 всего лишь. Ну, индюк тоже думал и в суп попал, поэтому это ваше право. Я никого вообще не... Мне, как бы, знаете, работы хватает. Поэтому, у кого есть желание помочь парку, приехать, посетить, отнять мое время драгоценное для меня сейчас, вот прошу, такая сумма, я готов встретиться лично, пообщаться с человеком, показать ему, рассказать, провести экскурсию. Не нравится, я никого не заставляю. Ну, значит, не попадете пока в парк. Вот пока экскурсиями будет вот такими. Может, сентябрь, октябрь, ноябрь что-то изменится. Ну, пока что так. И тема нажиба. Что с нажибом, которому я дарил щенка Бурана, у кого он сейчас, почему он обратно ко мне не приехал, и вообще, как там нажиб, что с ним и тому подобное. В общем, вот две основных темы для стрима я буду вам рассказывать. Если какие-то вопросы еще будут, пишите. Развлечения для мажоров. Да почему для мажоров? У кого-то зарплата 20 тысяч, приезжали сюда, у кого-то 30 тысяч приезжали, 5 тысяч давали. Понимаете, здесь 100 рублей, спасибо. Спасибо, Виктория. Спасибо вам большое, Виктория Версачи. Понимаете, здесь зависит отношение вообще к животным, к парку, а не ваше хотение. Вот вы захотели за пятихатку, да, там за 1000 рублей приехать посмотреть. Ну, ваши хотелки это одно, кто там сильно хочет, а отношение к животным это совсем другое. И отношение ко мне, да, когда здесь 24 часа в сутки ведется работа, и там с одной курочкой приезжают и хотят всю стаю накормить, но и мне время еще надо этому человеку уделить. Кто ты, что ты, зачем ты здесь? Я не понимаю. Мое время отнимать? Тоже не понимаю. Очень много людей даже хотят попасть, у кого есть волки свои. Вот они пишут, они уже там как сбратанались со мной. Вот прям братаны, там брат, я хочу приехать, вот давай. Я говорю, ну 5000 рублей, приезжай. Что я могу сказать еще по этому поводу? Мы там не брат, не сват, не детей крестить. Почему я должен там всех подряд принимать? Не могу я, у меня времени на это не хватает. А кто с благими целями хочет помочь парку, животным помочь, как-то внести свою лепту благотворительную, почему нет? Я с такой стороны смотрю, по-другому начал смотреть, потому что очень много ушлых стало, когда там какие-то поблажки делаешь, очень много ушлых. Да, у меня пенсия 12 тысяч, 5 отдам, собачек посмотреть. Димон Русов, ну в таком случае вам вот только на экране можно посмотреть будет. Я вам ничего предложить не могу. Ну или дождаться открытия парка и в этом, как сказать, с экскурсией, с гидом потом пройти и посмотреть. Других что теперь стоит? Машина тоже стоит, там Lexus 570, 12 миллионов. Компьютер тоже MacBook 200 тысяч стоит. И что теперь? Вы же не можете себе это позволить, не можете.
Там краска тоже он на вольеры я закупил, там тоже там 40 тысяч отдал почти. Ну и что теперь? Мне теперь не брать, не красть, у меня 5-й месяц зарплаты нет. И что теперь? У тебя 12 тысяч каждый месяц, да, у вас зарплата, а у меня вообще зарплаты нет. Поэтому давайте не будем деньги считать. Ну, дороговато, сидите дома. Кстати, Виктория, привет, всем привет, мои дорогие модераторы, Карина, Ирина. Так, еще кто у нас тут, дом родной нету еще. Так, пожалуйста, закрепи Телеграм, чтобы в Телеграм подписывались. И начнем уже по поводу себя, я начну. 3000 норм было. Ну, за 3000 я не готов. Ну, просто я психологически не готов. Я, понимаете, многих людей бесплатно сюда приезжали. Достаточно много, уже человек 20 точно приехали сюда так вот просто. Ну, у каждого жизненная ситуация, понимаете, разная. Вот, а так приезжают там на Лексусах, да, там, или на Мерседесах, и потом уезжают, и в 2 раза меньше просто на карту кидают. Тоже, как вы посчитали, дороговато. Татьяна 5800, офигеть, Татьяна, спасибо вам огромное, дай бог здоровья. Татьяна, спасибо вам за такой вклад, здоровья вам. Видите, настроение сразу поднимается. Приезжает, вот было такое, я почему вот так стал говорить, что местоположение вы сначала скидываете, я потом местоположение, потому что люди приезжают, смотрят, кто не заплатил, уехал, кто половину скинул, кто вообще там, ну, с кем ты зацепился там, слово за слово, там чуть ли драки не происходит, поэтому зачем мне это надо, мне некогда этим заниматься. Нет, у нас 8 вечера. Пенсионерам и детям скидки надо, больше людей будет. Ну, естественно, детям и пенсионерам будут скидки. Конечно, будет, когда парк откроется. Сейчас я не могу таких привилегий делать. Потому что мне, по сути, здесь пока что мешают. Мне надо построиться. Почему вот очень много кого народу знают, они не делают никаких, ни экскурсий, ничего, только вот VIP. Я знаю, 20 тысяч берут. Вот куда я ездил, 20 тысяч берут. Понимаете, вот так, чтобы посмотреть, прийти на животных. Вот он говорит, я не буду. А у меня 5 и никому не нравится. Люди по 20 тысяч делают, когда закрытый парк, чтобы туда попасть. Поэтому нормально все. Давайте тему сменим. Так, подожди, Виктория, так, надо закрепить сообщение. Так, все закрепляем. Так что, дорогие друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Добьем уже 7000, там немного осталось. Прошу не полениться, там же есть чат, там больше информации, чем в ютубе. Мы вот так тет-на-тет общаемся. Я бывает тоже залазю в чат, что-то там могу написать, пообщаться с народом. Жанина, 5000 это 78 евро, это маленькая сумма, жаль, что я далеко живу. Ну, Жанина, на самом деле для России, смотря для кого, ну, вообще, по сути, это не маленькая сумма. Я просто вспоминаю, как я по питомникам бегал, как я хотел попасть туда или сюда. Мне приходилось тоже где-то платить, где-то волонтером, да, там записываться, где-то еще что-то. Но я скажу так, что у нас есть день волонтера. Вот день, у кого нет средств, он может спокойно приехать. Или кто-то, у кого есть, но просто не хочет платить такие деньги. Тот может пройти собеседование и попасть в группу волонтеров. И уже на день волонтеров я целый день, ко мне любой человек из волонтеров может подойти, что-то спросить, пообщаться. Животных у нас есть старенькие уже волонтеры. Ну, по поводу стареньких, говорю то, что самые первые волонтеры это у нас Тамара, это у нас Полина. Это вот 2 девочки, которые они самые первые, вот с самого начала, они вот идут. Также у нас уже год почти, даже больше, Юлия, Тимур у нас помогает. У нас Наташа тоже вот вместе с Полиной и с Тамарой, Наташа одни из первых волонтеров. И то каждый из них вносит большой вклад. Волонтеров, хоть они сюда и приезжают, они очень много работают. Наталья очень много тоже мне помогала в самом начале, когда я тут в бытовке жил, помыться негде было.
помогала финансами тоже, там приезжала, там борщ тоже готовила, там то продуктов накупит, привезет. В общем, помогали как могли все люди. И огромное спасибо, и они до сих пор со мной, и они до сих пор приезжают, когда День волонтеров, и помогают. И никто, не говорит, что там я там 5000 загрубил или не загрубил. Они видят, они знают, что здесь работы непочатый край. Поэтому на День волонтеров спокойно может попасть тут человек, адекватный, если он не может там такие средства. Работать у нас никто не хочет. Помню, кто-то пишет: я так приеду, покажу, что делать, как лучше сделать, а вы там поработаете. На полном серьезе. Хочу помидоров. Акела, ящик помидор ему куплю на эти деньги. Акела, слышал? Вон он сидит. Акела. Так, стоп, дайте поверну. Вон он лежит. Видно вам его? Стоп, да, вот он. Тебе ящик помидоров надо купить. И пруд тебе сделать надо. Пока папа здесь, то я сам попутаю его там делать. Так, что, давайте начнем. Что я, Додик, подписываться. Так, Димон Русов, еще давайте без всяких там таких высказываний, или просто вы попадете в бан очень быстро. Сейчас никто ни с кем церемониться не будет. Просто людей будем отправлять в бан. Ой, чуть не упал. Наталья, 1000 рублей, спасибо. Чуть лавочка шатается. Да, у нас соболя там резвятся. Так, неудобно. Так. Натали, спасибо за 1000 рублей еще раз. У нас переводы: Альбина 1000 рублей. Спасибо, Альбина, на нужды парка. Вера Васильева 2000. Огромнейшее спасибо. 300 рублей Галина Ивановна. Любовь Никитина 100 рублей. Ольга Александровна 500 рублей. Спасибо вам огромное всем. Дмитрий Александрович 2000 рублей. Баланс. Сергей Николаевич 200 рублей. Марафон завид на Акелу 1000 рублей. Людмила Романовна, спасибо огромное. Спасибо, нифига себе вы. Поддержка какая лютая. Так, давайте расскажу вам. Положу я телефон. Давайте, чтоб не... Да, пруд поврежден. Давайте положу я телефон, чтобы не отвлекаться. И расскажу я вам кое-что. Сначала о себе, а потом уже о нажибе. Потому что попросили много новых. Кто здесь новички сидят, кто не понимает вообще, что здесь происходит, зачем волки, зачем собаки, зачем гибриды, и что здесь вообще происходит, поставьте плюсик. Посмотрим, сколько вас много, а кто старички, поставьте минус. Кто все знает, кому не нужно объяснять, давайте посмотрим. Так, плюс. Сейчас все расскажем. Комары уже пошли. Я новичок. Я пес, пишет. Кристиан. Так, плюсов достаточно. Плюсов достаточно. Одни плюсы в основном. Так, давайте тогда. Че, погнали. Так, Виктория, увидел твое сообщение. Сбила немножко. Так, я сегодня красил, в ухо себе попал краской, ё-моё, еле отмыл там все. В общем, плюсов больше, я так понял, поэтому рассказываю, что здесь происходит. Давайте с самого прям начала не буду, просто разберем какие-то вопросы, что, как, почему, и уже, потому что есть фильмы, «Курс на Ямале», 2 фильма заснял, потом «Сансара», канал Миллионник, тоже 2 фильма снял, 3 уже 3 фильма снял, поэтому там все подробно я рассказываю, как все зарождалось и вообще. В общем, первый вопрос по поводу вообще, что здесь строится, для чего здесь строится, для каких целей,
какая здесь выгода, зачем я держу собак, зачем я держу валендов и зачем я, вот у меня волки и занимаюсь ли я разведением волков. Это очень все просто. На самом деле уже кучу информации было по этому поводу, но я сейчас расскажу вам. Как волчата у нас вон резвятся, светлой с черничкой напротив. Акела, подойди в кадр, стань. В общем, идея эта возникла у меня далеко-далеко, вообще лет, наверное, 12-15 назад. Я ехал с отцом, мы ехали кормить, тайга тогда была, значит, 12 лет назад, тайгу на дачу. И я папе сижу и говорю: пап, вот круто было бы здесь у нас на севере, я жил в Новом Уренгое, построить, у нас нету здесь достопримечательностей, у нас нету здесь, у нас есть там ДЭС один, там маленькие клетки, все. Я говорю: представляешь, вот очень много животных же по спасению попадает, и их не знают, что с ними делать. Их там отдают то, ну, маленьких, то в цирк, то еще куда-то, то, ну, есть там, да, зоопарк, но они все маленькие, у них нету ничего интересного. У нас на севере столько много, у нас очень много пространства в Уренгое. И у нас не как здесь, например, да, в Питере. Здесь вышел и на деревню наткнулся на какую-то, или город вышел, и вот уже город, леса почти нету. А там ты вот, там первый город 100 километров, второй 300, третий 400, там, ну, большие расстояния и очень много земли. И очень много туристов туда тоже приезжает, таких туристов, я бы сказал, начальников, депутатов, мэров, губернаторов. Путин приезжал туда, Медведев приезжал туда, таких серьезных людей, которые частенько там и отдыхают, и общаются с людьми, какие-то дела решают. И я сказал, почему бы и нет, почему бы нельзя бы сделать большие просторные вольеры для животных, которые попали в ту или иную ситуацию. Ну, в общем, как зоопарк, но более к естественным условиям это все подобрать. Это мне было лет, наверное, 17-16, я был в 10, по-моему, классе. Ну, это было вот 12 лет назад, 13. Ну, и папа сказал: ну, идея хорошая, но откуда-то деньги брать такие огромные. Я сказал: ну, не знаю, но можно же что-то придумать. Вот у меня первый появился Акела. Я вообще хотел гибрида в первом поколении, мне интересен был гибрид. Но в тот момент я гибрида не нашел, и появился у меня Акела маленький. Тоже историю не буду рассказывать долго. Появился Акела, прошло 3 года, завел YouTube, спустя там 2 года YouTube завел, а на 3-й год уже стал популярный Акела, очень популярный, в Инстаграме он и так был популярный. И уже я как бы готовился, очень много людей писали: давай сделаем для Акелы большую выгрузочную зону, давай сделаем проект. Я тогда первое интервью рассказал на курс на Ямале, и там я подробно описал, что такие парки строить, это нужно быть миллиардером, потому что я понимал, это большая, во-первых, работа, большие деньги, и нужно иметь большие связи, чтобы что-то такое подобное делать. А у тебя нету ни больших связей, не большая у тебя занятость у самого. Я тренером работал по смешанным единоборствам. Также занимался и собаками, и Акелой, там, уборкой, выгулом, дачей, отец там. И, в общем, возник у меня щелчок такой в голове, стукнул. Я начал по северам это все искать, как, что сделать. Мы уже определенную сумму накопили. Я свою сумму накопил, подписчики тогда свою накопили сумму. И мы вместе уже получалось на вольеры. Я вообще хотел все в Уренгое делать, но потом резко передумал. И, ну, там тоже история, почему я передумал, почему так. В общем, я на Питер нацелился. У меня были Сочи, Крым, Москва или Питер. Но так как у нас направление северных волков, арктических животных, то климат питерский это самый такой подходящий для этих особей. И, в общем,
решился я на Питер. И я давно ездил, я сюда поступил учиться. Кстати, до этого у меня планы были, я поступил учиться, уже закончил магистратуру. Я думал, все присматривался. В Москву часто я ездил, в Крыму был, в Сочи тоже. И я выбрал все-таки Санкт-Петербург. Вот остановился на нем, на Санкт-Петербурге. Почему на Санкт-Петербурге еще, помимо вот климатических условий, я нацелился, проект вот этот весь, нацелен он был на сохранение популяции северных видов волков, северных животных, вообще не только волков, ну вообще в основном волки, да, 90%. И нацелен был проект на это сохранение популяции видов, потому что фурия, арктики, они краснокнижные, сейчас канадцы 2 года назад стали краснокнижные. И вообще северные волки это редкость, и их достать редкость, и такого направления в принципе нигде нет. Так как акела популярный, очень много, вообще изначально почему такая идея пришла, вот уже все рвать. Акела популярный стал, очень популярный, его по всему миру люди смотрят, видят и писали мне, хотели приехать ко мне в Уренгой, так как у меня не было времени на этих людей, не было средств там разместить, здесь ко мне приезжают, хочется, чтобы там у меня дома там он переночевал, еще, представляете, человек откуда-то там из Дивноморска, грубо говоря, ну, я имею в виду Дивноморск, типа за границей приезжает далеко вообще, в чужую страну, в чужой город, чужие люди, посмотреть на акелу, я ему там скажу, там где-то снимай, что-то там это, конечно, я его домой приглашу. И по этой причине я не мог это делать, потому что у меня соревнования, сборы, тренировки с утра до ночи, свои какие-то планы. И нацелена была работа именно на туристов, которые будут приезжать со всего мира. А куда они будут приезжать со всего мира? Они будут приезжать в Санкт-Петербург. Это подбиралось еще очень давно. Почему именно проект в Санкт-Петербурге? Потому что самые туристические города России это Санкт-Петербург, Москва, это Крым. Ну, Крым это больше наш, а Сочи тоже достаточно много туристов. Но Питер это number one, и для меня это было более перспективно, да, там снять, любой может снять гостиницу здесь где угодно, да, потому что Питер это туристическая столица, это не просто город где-то там на севере, где там холод, мороз, там фиг найдешь там, грубо говоря, гостиницу и тому подобное, ну я так образно. А здесь туристический город, здесь много гостиниц, всяких развлечений, помимо, ну, человек приедет, он насладится самим Петербургом, потому что это весь мир сюда съезжает, и заодно он может посетить такое место, как парк Северных Волков. Вот. И эта идея, она меня не останавливалась, потому что я землю, когда выбирал, я тоже очень тщательно смотрел по месту расположению, чтобы если приехали туристы или еще кто-то, чтобы добираться до меня было здесь недалеко, потому что я их туда в сторону Карелии, в сторону Выборга земли смотрел, где только земли не смотрел, и вот это место у нас 20 километров, примерно тут 25 от КАДа. Это шикарное место на самом деле, и вот по этой причине еще выбрали вот этот проект, потому что туристы, акела популярный, все хотели к нему приехать. Здесь получается вот свободно может любой желающий, когда откроется парк, приехать, посетить его, посмотреть не только на популярного нашего акелу, а уже у нас стали популярны все животные, которые здесь находятся. Кто попадает сюда в парк, становится популярным. Не говоря о животных, и люди, которые сюда попадают, фигурируют очень долго, да, на нашем канале, они становятся все в основном популярны. И в принципе цель проекта это вот эта цель, это сохранение популяции северных волков, потому что они на грани, вот арктические особенно, они на грани, ну они в Красной книге. Канадцы тоже, ну, редко где встретишь. И самое важное это создать максимально комфортные условия для волков. Создать максимально комфортные. Это что означает? Чтобы у них было жилище, как в дикой природе. Чтобы был пруд свой, логово, большая территория и кормежка. Кормежка обязательная. Мясо, рыба свежая, все в общем. И
Вот по этому принципу я рванул сюда и уже все бросил, и что копил там на ипотеку деньги, все, в общем, вложил сюда. У нас даже, смотрите, мы сейчас ведем стрим, у меня папа с Сергеем, вон они домом занимаются, обшивают дом, потому что этот дом тоже, как и маленький, ну, маленький потом, может, разберем. Вот этот дом, он тоже уже не выдержит от ультрафиолета, и надо закрывать его, обшивать. Тем более зиму мы еще в нем не ночевали. Жалко, что его затопило зимой, но в принципе все нормально. Ну, что я хотел сказать. Вот, в принципе, цель проекта это сохранение популяции диких животных, северных волков в первую очередь. И туристы, которые очень сильно хотели посмотреть на Акелу, посмотреть, вот кто-то мечта, говорит, у меня мечта попасть к вам, у меня мечта увидеть вживую этого Акелу, посмотреть ему в глаза. Вот. Еще осуществлять другие мечты и создать условия для того, чтобы люди смогли приезжать и наслаждаться этим парком. Вот такая задача стоит. А также к этому во всему, не секрет, я об этом рассказывал, Михаил Овчаренко, Михаил Анатольевич Овчаренко, царство ему небесное, 2 года назад отошел. Он у нас занимался 20 лет селекционной работы по валендам. Это гибрид волка из западносибирской лайки. Он вел эту селекцию при институте, при людях таких, как Волочникова, муж и жена были, вы, может, знаете таких. Псевдоним 500 рублей, спасибо большое. И вот он вел эту селекцию 20 лет, и у него не получилось ее зарегистрировать. Он мечтал об этом, мы с ним были знакомы, я с ним общался, будучи студентом. Я хотел у него приобретать щенка, но у меня не получилось, так как Вартан 500 рублей, спасибо. Будучи студентом, у меня, ну там тоже есть истории, тоже и про валендов, и про щенков, и про воровство, и про все на свете, как они пропадали у нас. И, в общем, у меня не было возможности приобрести. И я вот в тот момент, в тот год, когда с ним общался последний раз, я приобрел Акелу. Денис, 500 рублей, спасибо, спасибо вам. И, в общем, с этого все и началось. И когда он умер, я понял, что никто этим делом не займется, так как я не оповестит, так как я 150 рублей, спасибо, Кэт, спасибо, не оповестит об этом. Почему не оповестит? Да потому что нет такой популярности у людей, многих, кто мог бы продвинуть так породу на мировой уровень. Потому что наши щенки уже уходили и в Лос-Анджелес, и в Европу, и на Дальний Восток, и в Казахстан, куда только не уходили, в общем, валенды. И этой породой сейчас занимаюсь я. Почему говорю породой? Потому что официально уже ее зарегистрировали в международной организации КУПа. Да, кто-то сейчас скажет, ее там не признали, она там должна признана, она там должна признана. Ничего, нигде она не должна. Где она будет должна, она все потом отдаст. Вот. Поэтому сейчас, на данный момент, она зарегистрирована в международной организации КУПа. Мы собирали 70 особей с нашей командой. Сейчас команда у нас из 2 человек пока что. Это Александр Зубов и я, вот, президент федерации этой всей. И, в общем, большие планы на эту породу. У нас при всем вот этом при парке волков ведется еще ко всему этому селекционная работа по новой породе. Зарегистрирован уже Валенд 4 ПЛН. Спасибо, Паулина, спасибо большое. Вот, это я говорил с самого начала, что я не оставлю это дело, что я буду ее дожимать, что об этой породе узнает весь мир и будут покупать эту породу и звезды, и мировые какие-то люди. В общем, это будет добито 100%, потому что планы у меня большие. Пока я живой, пока мое сердце бьется, пока я могу дышать, я это буду делать. И за свои слова я буду отвечать всегда. Так, это насчет того, что здесь происходило. Вот. Еще
я думаю, объяснять уже не стоит, зачем валенды, зачем собаки и тому подобное, потому что ведет селекционная работа по всему. Дальше. Насчет нажиба. Так, стойте, дайте я сяду посередине, а то я тут перевернусь. Солнышко уже зашло. Так, водицы бы напиться с колодцу. Уже это пересохло все. Работяги. Насчет нажиба. Первое. Буран. Где буран? Что с ним? Почему я его не забрал? Почему он непонятно где? Почему он неизвестно где? Зачем ты его вообще дарил? И тому подобное. Первое. Буран находится у Нурлана, у ответственного лица. Когда мы созванивались, перед тем, как нажибу отдать, я сказал, нужно ответственное лицо, кто будет отвечать за него. Это был Нурлан. По-моему, Нурлан, да. И, в общем, мы с Нурланом поддерживаем связь сейчас, на данный момент. Несмотря ни на то, что там происходит, какие там движухи у них не были, собака у него, и она находится пока что там. И я считаю, что кипишевать не стоит. Он в надежных руках, потому что мне пересылал видео, фото. То, что сказать, собака не доедает, не могу сказать. То, что плохой уход, не могу сказать. То, что как-то плохо к ней обращается, я не могу такое сказать. Поэтому все с Бураном пока что нормально. Я держу связь, мы общаемся. О, спасибо, Федя. Надо было стаканчик тебе принести. Не беги, спокойным шагом, Федя. У него 40 температура была, тут скорую вызывали. Вот. Это что касается бурана. Насчет нажиба все знают историю, что там произошло. Я не хочу повторяться. Кому интересно, может зайти в Телеграм, посмотреть, что там было, как там было, избиение, еще что-то, кто его хотел забрать, кто его хотел там еще что-то там сделать. В общем, Виктория, наш модератор, менеджер, друг наш, активный участник проекта парка Северных Волков, она способствовала тому, что нашла человека, Андрей Ярославович Лебедев. Он взял это дело под свое руководство, поднял шум. Несмотря на свою занятость, он помог очень сильно. Но отдельное спасибо ему за это, за то, что решился, за то, что взял это дело. И у него есть приют, он сам с Санкт-Петербурга, оказывается. С ним Виктория знакома, я еще с ним не познакомился. Горю желанием, поэтому, Андрей Ярославович, если вы смотрите меня, видите, всем вам огромное спасибо от всех наших зрителей за то, что помогли. Он сейчас находится, нажиб, у нас в интернате. Не знаю в каком, это можно будет тоже в Телеграме все узнать. И у нас, кстати, общее с Андреем Ярославовичем. У него есть свой приют. Он помогает бездомным животным. Вера, надежда, любовь называется его приют. И он вот в Санкт-Петербурге. Так, подождите. И поэтому я уже знаю, что если у нас какие-то животные идут по спасению, собаки, потому что очень много у нас собак, еще разных животных, мне очень много же пишут людей, и я вот распределяю их по всей России, за границей, и куда только не распределяю этих животных. И у нас уже есть свой человек, к которому можно будет обратиться, вдруг что. Поэтому еще раз за нажиба отдельная благодарность, и я жду его в гости. Андрей Ярославович, приезжайте. Ярославович, извиняюсь, Андрей Ярославович, приезжайте, буду вас ждать в гости, познакомимся, пообщаемся. Я думаю, у нас много общего. Вот, так что, дорогие друзья, у нас вот такая большая поддержка была насчет нажиба.
Конечно, еще раз поблагодарю Викторию, которая всему этому за смелость, за решительность, за газ в пол. В общем, всем огромное спасибо за это все. Нажип, надеюсь, там сейчас хорошо себя чувствует, ему лучше. Надеюсь, будет там лучше, надеюсь на это. Так, что-то комары уже покусывают. Галина Алексеевна, 300 рублей, спасибо. Спасибо. Так, ну что, давайте зайдем в чат. Так, что у нас там в чате творится? Сколько нас вообще? Кстати, дорогие друзья, как вы заметили, я не знаю, может никто и не заметил, но может заметили. Надеюсь, заметили, на мне сегодня такая футболка Deli Pet. Это мне подарили девчонки из этой компании. Не знаю, так что тут написано. Deli Pet, вот котик и собачка. Я сейчас на данный момент закупил этого корма, и они мне в подарок дали зонтик, вот эту футболочку, и сделали мне тоже большую скидку, поэтому решил отблагодарить так. И кто хочет попробовать этот корм, который едят наши животные, и получить за это скидку 20%, переходите, ссылка в описании будет, и по промокоду WOLF вы можете получить 20% скидку и купить себе корма итальянского. Так, что у нас еще, кстати, надо посмотреть, я вставил, не вставил. Ну, сейчас вставим, если что, это быстро все делается. Так, давайте мы сейчас все сделаем. Соболя уже дерутся, они жрать все хотят. Сейчас мы их... Так. Ну вот у меня есть здесь все. Натали, 500 рублей, спасибо. Я думаю, вам максимально, в принципе, развернуто рассказал. Так, я еще видео не выставил. Ё-моё. Сейчас мы решим вопрос. Так, где у нас? Чем кормить волчат? Сейчас мы вставим, и вы посмотрите эту ссылочку. Так, подождите, пожалуйста. Да ё-моё. Ну можно и так же. Так, ну и где у нас эфир здесь? На эфире я, наверное, не смогу редакнуть. Или смогу? Так, ну давайте, знаете, что сделаю? Я сейчас напишу в комментарии, и это как-то я смогу прикрепить. Так, что у нас тут? Они там у нас Фурия с Акелой охотятся. Так. Нет, живность не запускают для охоты. Они и так дикие, а еще совсем будут. Так. Так, давайте я... меня видно. Вы получите 20% скидки. Так, вот так вот. И это теперь сообщение. Закрепить другое сообщение. Ой, подождите. Так, надо изменить это. Да ё-моё. Так, неправильно сделал. Да блин. Так, я извиняюсь, сейчас это отправлю сообщение. Нельзя его отправить. Так, ладно, что там? Так, пробел пропустили. Да, пропустил. Может, здесь я смогу отредактировать. Открепить сообщение. Так, открепил сообщение. А здесь я могу изменить его. Потом закрепить. Так, я сейчас, кстати, давайте 1000 лайков будет, зайду к волкам. Так. Перейти
удалить, закрепить. Вон они носятся. Удалить. Короче, я не могу почему-то ничего с ним сделать. Только удалить могу. Сейчас я попробую еще раз. Да ё-моё. Скопировать. Так, промокоду Wolf. Так, давайте вот так сделаем. И закрепим его. Так что вот, кто хочет. Так, перейти не туда, ё-моё. Кто хочет попробовать этот корм и заказать со скидкой, вот прошу. Welcome. Welcome to Saint-Tropez. Так. Ну что, сколько у нас там лайков? Есть вообще они? Так. Что вы думаете о породе Пермский волкосоп и Михаиле Касимове? Я лично не общался с этим человеком, и о породе я мало знаю, поэтому ничего не могу сказать про этих гибридов. С Агопом общаетесь? Да, общаемся. Так. Смотрите, охотится. Где он? Смотрите. Где охотится? Смотрите. На фурию охоту решил. Так, ну давайте к волчатам подойду. Так. Лайки поставьте. Нас вот смотрите, что растет еще здесь. Я всем показываю. Я показываю, потому что я северный человек. И для меня шелковица росла только на Украине. Вот она. Вот, смотрите. Просто шедевр. Это бомба, честно говоря. Так. Ладно, зелень уже не буду так есть. Вот у нас здесь повалили деревья. Так, ну что, Светлые и Черничка, привет. Вы тут целый день, ё-моё. У вас тут капец. Свинарник. Так, где-то у нас. Черничка, привет, передай всем. Вон, посмотрите на них. Экскурсия в реальном времени. Да, экскурсия в реальном времени. Лилия, спасибо. Покажи соболят. Что за холки? Нет, вольник больше уже. Иди сюда, Черничка. Светлый, тоже подходи. Подходи. Где ты? Светлый? Светлый. Ну, покажи, как ты подходишь. Тебе ж капать глаза, ловить тебя. Я в будку прям залазю к нему и капаю глаза. Ну, не совсем адаптировался. Шарахается все равно. Смотрите, воду перевернули. Этот еду перевернули. Все попереворачивали. За ними глаз да глаз, да, за вами. Поэтому им нужен вот такой пруд. В этом... Так, это что? 30 евро, Александр, парк малышам и Балу Балта. Спасибо огромное, Александр, спасибо. Иди сюда, Черничка. Иди сюда. Поэтому им нужен пруд и мясо. Чтобы была всегда вода. А вот эти они переворачивают, разрывают. Что только не делают. Так. Да, могу показать реакцию братиша. Да, плохо видит из-за этого шрама. Светлый, иди сюда. Иди ко мне, малыш. Ну иди сюда.
Что-то они и меня сейчас шугаются, не пойму чего. Может, вот этого всего, это для них ново. Ноутбук. Поэтому так происходит. Не, я не буду заходить к ним. Мне же надо переодеться. Как я к ним могу зайти? Они меня всего сейчас испачкают. Волчата, они сейчас будут тянуть. Шорты рвать, я в чистом во всем. Да, они все такие пугливые, просто он дикаш же. Поэтому так получилось. Фурия тоже дикаш. Вы не судите по моим двоим волкам. Если бы он соски был бы выкормлен, он был бы такой же, как черничка. Я же говорил Кириллу, что мне надо раньше ехать. Он все, нет, пока что не могу раньше отдать. Ну вот так и получилось, что дикаша отдал мне. Че у тебя в зубах, Кела? Че он там носит? Кого-то споймал, что ли? Акела, иди сюда. Покажи, что там. Кирпич, что ли, какой-то? Где вы все берете? В зубах таскает кирпич. Или камень какой-то, не пойму вообще. Сейчас я просмотрю мне. Не, что-то оставил. Как там, брати? Сейчас подойду. Братшу. У нас Арюшка. Вот соболя. Сейчас к соболям подойдем. Вчера меня бугу так сильно укусила. Так. Ты что такая? Жрать хотят. Сейчас буду кормить их. Закончу с вами эфир и буду кормить их. Да, что ты, ну что ты. Так, стойте. Бугу, иди сюда. Ты меня за палец вчера так укусила. Я боюсь уже. Так. Так, птицы летят. Ну, банда сколотилась. Братиша не вижу пока что. Не знаю, где он. А, вон, все увидел. Так, это у нас Валенды. Это у нас Ария. Гибрид первого поколения. Это у нас Лорд. Это у нас Вольник. Вот они, красавцы. Это два щенка 6-месячных, 7-6 месяцев. Я, кстати, его еще не взвесил, надо взвесить. И Ария у нас 1,5 годика. Это от арктической волчицы. Добавление новой крови арктической породы Воланд. Такое у нас впервые делается в мире. Именно ZCL с Волендом. Такого никто не делал. Вот у нас получился этот помет. Это красота. Это уже конкретные Воленды. Вот они. Линия. Вот это вот чисто линия Александра Зубова и Михаила Овчаренко, о котором я вам говорил. Царство небесное. А это уже лорд нашего выведения здесь в парке волков. Ария тоже нашего выведения. Красавица. Кого вам еще показать? Это у нас тут огородик небольшой. Кукуруза. Кстати, сейчас давайте покажу вам. Так, это у нас тут... А это у нас тут горох. Не знаю, я любитель зеленого гороха. Так, подождите. Уже все съели. Так, молодежь зовет меня тоже. Так, а где у нас горох? А, вон он. Так, вот смотрите. Вот он. Горох у нас зеленый. Кстати, они его тоже едят. Сейчас. Карен, спасибо. Вот, братиш, смотрите. Так, что тут пишет у нас? Андрей, расскажи, как живет Рагнар, брат Ари. Я не знаю, как он поживает.
Еще раз хочу поблагодарить Лебедева Андрея Ярославовича за помощь на Жибу. Да, я присоединяюсь к словам Виктории. Огромная ему благодарность, потому что если бы не он, то неизвестно, чем вообще бы это все закончилось. Спасибо ему огромное за поддержку. Я последний раз месяц 7 заходил к нему. Смотрите на него. Братиш, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, боец, иди сюда. Чё рычишь, а? Чё рычишь? Вот, видел? О, видел? По носопырке тебе, по носопырке. Говнюк. Он рычит на меня. Воспитывает он детишек. Валендов. Видите, уживаются, все хорошо. Лайк выжили западносибирских. Валенды одни остались. Ты кирпичи в зубах тоже, да, носишь? Вон, смотрите, какой волк. Какие волки. Какие волки. Так, где вы? Смотрите, достать меня хочет. Спиной повернулся сразу. Братиш, хитрый волк. Молодец, защищаешь, молодец, умница. Умница, умница, защищаешь, умница. Умница. Че он рычит на меня? Ну, скорее всего, да, на всю жизнь. Да не, много вариантов, почему он так. Не, Оскару не нашелся хозяин, остается, скорее всего, в парке волков. Но если кто-то не позвонит, не скажет, что не переубедит меня в другом. Вольник, что такое? Достать меня хочешь, да? Эти все дерутся. Йети, Куба, Умка, нормально, у меня просто Wi-Fi туда не дотянет. Поэтому я туда не пойду уже. Приглашай Агопа в гости со Спайком. Здесь вообще другие животные не обязательно. И это будет для Спайка стрессом, скорее всего. И зачем вообще это нужно, я не понимаю. Животных сюда приводить. Мы можем сюда привозить тех щенков, которые у нас купили. Это максимум. Всех остальных я не вижу смысла. Агопа, да, конечно, я его приглашал. Он пусть приезжает. А с животными я не вижу смысла. Я против. Сюда очень много кто хотел приехать с животными. Я против, чтобы с чужими зверьми сюда приезжали в парк волков. Если только для какого-то там большого эксперимента. Но не так. Это волк не с Олл-стрит, да. Аюшка, красотка, обожаю. Йети, да, он гавкает. Это он, кстати. Нормально все у Йети. Почему у Ольги не взяли у нее ручные? Ну, потому что мне арктического волка подарили, а у Ольги они по 200 тысяч стоят. Вот, поэтому... Ну, вообще, любой арктический волчонок, он там 200 и выше. Поэтому мне подарили. У нас как будто... У вас как будто 4 утра. Нет, у нас тут вечер. Как растут цыпки? Цыпок уже убрали. За ними Сергей курирует пока здесь. Тайга течет. Что дальше? Ничего дальше. Даем ей отдыхать. Зачем? Что дальше? Перерыв. Она не инкубатор же какой-то. Вязать ее постоянно. Я ваш трек себе на звонок поставил. Спасибо большое. Очень приятно.
Андрей, когда Катюша Бобкэт приедешь в гости? Ну, когда пригласить, тогда и приеду. Что с Валендами, которые у инвалида? Я только что же рассказал, это Буран. Я уже говорил по этому поводу. Почему Акела боится вашего папы? Есть видео целое по этому поводу. Тоже смотрите. Ждем Андрея Ярославовича в нашем парке. Если вдруг нужна будет помощь его приюта, то всегда окажем ее. Да. Да. Присоединяюсь к словам еще раз Виктории. Так, курочка, радость для всех. Курочки. Андрей, что вы думаете с Ульфундами и их заводчицы Юлии Иванович? Мы с ней довольно хорошо общались раньше. Я бы сказал бы так. Ну, хорошо общались. Как, я скажу, как заводчик, как селекционер, она проделала огромнейшую работу. И она пример. Она для меня пример. Все. Как человек, она тоже очень такая хорошая женщина. Но в последнее время что-то перестали общаться. Есть определенные причины. Скорее всего, у нее, не у меня. Андрей ждет, хочет Россию посмотреть. Она мне, кстати, писала недавно, не помню по какому вопросу, недели 2, может, назад. Про кормежку, по-моему, что-то спрашивала. Да блин, надо выбраться, съездить к ней обязательно, посмотреть, что у нее вообще. Интересно очень. Интересно, отснять материал тоже для вас. И, в общем, такие дела. Как у Лимбы дела? Прекрасно. Что подземными тоннелями Акел? Пока ничего не сделал еще. Светлому операцию не решил еще делать на глаза. Я же говорил по этому видео. После 8 месяцев же. Ребят, вы как смотрите видео? Скажите мне, пожалуйста. Вообще, вам надо же смотреть повнимательнее немного. Информация вся там вообще есть. Все. Просто одни и те же вопросы с сотнями. Вы попали случайно, наверное, на эфир и до этого месяца 2 не смотрели видео. Обязательно смотрите видео все. У меня воды нету, там все по факту, все четко, без всяких там лишних. Как есть, так и снимаю. Никаких там интриг, никаких там 500 рублей, Ольга, спасибо большое. Никаких там сценариев у меня нету видео, у меня вот оно. Как оно есть, так оно есть. Вот как день прошел, так я рассказал. Какие-то новости есть, рассказал, сделали. Все. Дам Ашим, 5000 рублей будет стоить приехать и посмотреть на 15 минут. 15, 10, 20, кто сколько выдержит. Внимательно смотрю и лишних вопросов не задаю. Молодец, Кира Хибари. Акела, что ты тут расходился? Где он? Сейчас он. Так, мне воды принесли, а я ее не пил. Ладно, не хочу уже. У Акелы есть дети из чистокровных пород волков? Нету, по-моему. Нету. У Акелы будет его связь к ежевичке. Скорее всего, поедем. В этом году йети будем вязать самым огромным нашим кобелем. Дай бог, уже все получится. И вот к его сестре родной ежевике поедем вязать. И оттуда для селекционной работы будем тоже себе оставлять. Потому что у нас как это? Легенда всего всея. И от него, чтобы не было потомства никакого. Ну, я имею в виду Валенда, кровь Валенда. Обязательно надо, вот сестру повяжем его. И возьмем оттуда себе этот. Почему нет детей? Смотрите видео. Так, в Питере еще светло. Да, светло в Питере. Есть какой-нибудь доход с Ютуба? Сейчас нет никакого дохода с Ютуба. Денис работает в парке. Какой Денис работает в парке? Никакого Дениса у нас в парке не работает. Так, Андрей, 3 года назад ты обдумывал парк волков. Это Акела сподвиг. Просто
по-моему, поручили изменения снова Уренгоя. Баба Евген. Ну, как человек, как личность, я только посидел, наверное, максимум, и постарел за эти 2 года, как 20 лет прошли. А так, как бы, вся суть, вообще все происходящее вокруг, ну, я не вижу никаких изменений особо. Просто люди, скорее всего, не следили до этого за мной ни в инстаграмах, ни в соцсетях каких-либо и тому подобного. Я раньше очень любил, говорю же, путешествовать, очень много ездил по России, часто ездил на моря, а сейчас, как бы, вот эти 2 года я очень себя сильно во всем ограничил ради всего этого. И, ну, и в принципе, ни на секунду не жалею ни о чем, потому что Акела, он как талисман, я уже говорил про его талисман, когда еще вообще даже у меня, ну, я даже не мог представить, что я куда-то перееду и буду чем-то заниматься. Уже тогда он был талисманом. Уже я тогда с прекрасными людьми познакомился и до сих пор с ними общаемся. А сейчас, на данный момент, очень много народу, очень много людей, с кем я знаком, с кем я общаюсь, кто мне помогает, кто за нас молится, кто поддерживает проект, кто поддерживает парк. Очень много сплоченных людей. Даже бабушка с дедушкой. Дедушка у меня никогда в Питере в своей жизни за 75 лет не был. И он приехал в Санкт-Петербург. И мы вот когда ехали, бабушка, говорю, вы могли представить себе с дедушкой, что в 22 году мы вот едем с вами на теплоходе, вот на катере, мимо там проезжаем, выезжаем на реку Нева. Там, вы, говорю, могли представить это? Они говорят, нет. Я говорю, я тоже. Мы как раз с правнуками, они ехали с внуком со мной, с правнуками. Юля, спасибо за 1000 рублей. Поэтому, ну, много всего такого в плане. Больше всего поменялось это, конечно, мой настрой на жизнь. Настрой мой на жизнь. Больше стал жить не для себя просто, а для всех остальных. Для зверей, для многих людей. Для себя, конечно, тоже хочется, но ты понимаешь, что если будешь для себя жить, то ничего этого не будет. Где-то, конечно, надо время себе уделять, но в первую очередь это и смысл, я считаю, жизни, это жить ради других, помогать другим, делать добро другим. И от этого вообще зависит все твое будущее. Добрый вечер. Нет, сестру родную Акелы мы повезем Йети в Ростов-на-Дону и будем вязать его родную сестру, потому что она крупный плод дает. И у нас Йети крупный. И там будут, считайте, родные племянники Акелы. Но это же вообще супер. Просто супер. Да, они знакомы и так с черничкой Акела. Он подбегала, она нюхала. Фурия хотела схватить, а я же выпускаю ее гулять. На поводке тоже гуляем с ней. Адрес, куда приезжать. Ну, сначала вы скидываете 5000 рублей на карту. Не, сначала вы мне пишете, мы с вами общаемся. Если все меня устраивает, вы мне скидываете 5000 рублей, и уже я вам скидываю адрес. Мы договариваемся время, где что у нас. Как свободный, кто не свободный. Я думал стримить на Трово. Не думал стримить на Трово. Это монетизация. Я не знаю, что такое Трово. Нет, я не думал об этом. Давайте лайки до 1000 добиваем. Сказали же, что больше 1000 лайков. Приезжайте в Дербент летом. Каспийское море самое большое озеро в мире. Ждем. Спасибо большое, Расим. Спасибо. Спасибо огромное за приглашение. В Дагестан, кстати, очень часто приглашают. Тоже вот люди, ну, в основном старшего поколения, молодежь нет, а вот кому за 50 там и выше, они вот, ну, приглашают меня очень часто. Ну, потому что следят, скорее всего. Так, дорогие друзья, не забываем, еще раз говорю, подписываться. Корм нам пришел, Deli Pet. Подписывайтесь, вот эти и другие вкусы я сделал
закрепил это сообщение. Переходите по ссылке и заказывайте скорм. Предъявляйте промокод WOLF, и вам будет 20% скидки. Обязательно. Потому что 20% скидки — это большая сумма, если вы корма накупите там, на 20-30 тысяч рублей. У нас корм вышел в 150 тысяч рублей примерно. 350 килограмм мы заказали в парк волков, и у нас на 150 тысяч рублей пришел корм. Поэтому скидка тоже хорошая прошла, и вам советую по этой скидке тоже попробовать, чем питаются наши звери. $10. Thank you very much. Thank you, Веза. Вот у нас уже темнеет. А у Андрея, у Евы есть тоже потомство. Одна девочка очень похожа на нее. Да, есть, конечно, есть у нее. Но у нее потомство от не нашего кобеля, а других кобелей там. Ну да, у Акелы есть, а здесь у нас он будет находиться. И в селекцию валендов будет пущен, понимаете? Тех мы особи не можем пустить валендов. Мы не можем пустить тех особей, потому что там овчарка черная. А здесь как бы мы сможем пустить в селекционную работу. Так, 500 рублей Андрей Александрович. Спасибо большое, Андрей Александрович. Ольга Федоровна, на нужды парка 1000 рублей. Спасибо вам огромное, Ольга Федоровна. Так, Елена Леонидовна, 300 рублей. Спасибо. Хачатур Хасросович, 1000 рублей. Спасибо огромное. Вячеслав Александрович, 5000 рублей. Спасибо вам огромное, Вячеслав Александрович. Берите. Вы попить хотели? Волки стали есть именно этот корм, что Вас слышно, Сергей. Сергей говорит, скажи, что корм ели именно этот, волки, до этого другой корм не ели. Ну да, это на самом деле правда. Ну, Акела ел, а Фурия я вот не видел вообще, чтобы она корм ела, а здесь она прям хрустит этим кормом. Да, ссылка закреплена наверху, можете прочитать сообщение. Вот она, Корм.ру. Где она? Адрес Корм.ру, вот она, эта ссылка. Ну, там не ссылка, сайт. Привет, Сергей, и вам привет от него, убежал уже. Они там включают с папой, походу, и на громкой связи они работают и слушают меня, что я говорю. У Йети очень красивый голос. Да, он вообще шикарный кобель. Вот недаром вот остался он у меня. Акулу, правда, все хотели выкупить и 150, и 200. Вот один человек там. Отдай мне его, продай мне его. Вот такую сумму. Я говорю, да не могу я. Продай. Вот постоянно продай. Но не продал я его. А соболюхи едят такой корм? Да, едят детские только. Взрослые не хотят здесь, а вот детские я давал. Едят корм они. Ну, этой же марки. Не, если честно, если корм мне бы не понравился, во-первых, я бы столько не заказал бы корма, хоть какая там скидка на него не была. И корм на самом деле очень качественный. Я редко встречаю качественный корм, потому что каких только у меня кормов не было. И там Грандорф, и Роял Канин, и таких знаменитых там канадских кормов мне вот привозили, да, там на пробу. Но вот этот корм мне, пока я остановился пока на нем, пока что. Мне он понравился, как его животные уплетают. И по составу, и по жирности он мне понравился. Акула, да, пока жених Ари. Да любой, он же там идет, вот он, фирма это Deli Pet, там любой корм, они все производят, итальянское производство, и в общем, любой, какой хотите там вкусов, но сейчас скажу, с рыбой аж слюни текут,
Вот кто кому рыбу давал с рыбой корм, у них аж слюни текут. Так. Да, акулу с самого рождения решили оставлять. Совершенно верно. Анастасия Алексеевна, доброго вам процветания вашему парку. 200 рублей. Спасибо большое. Алана Борисовна, 2 рубля. Спасибо за 2 рубля. Весело у вас, да. Где волки-то? Добрый вечер-то. Где-то волки-то? Пошли спать-то. Жарко-то. Ничего, все еще впереди. На следующий год, возможно, будет. Значит, не время. Видите, выгрузочных зон нет, садить негде. Средств нету на это все. Поэтому, может, на следующий год появится. Как-то, может, с экскурсией получится. Или появятся еще спонсоры, которые могут будут построить, все сделать. И тогда мы можем спокойно будет рассаживать всех волков. Потому что у нас, на самом деле, ну, у меня лично здесь все промыслительное. Я смотрю, и тот остался, этот ушел, тот уехал, этот остался. И вольеры вот те построили, эти не построили. И все как бы, ну, промыслительно. Потому что я под фурией Акелы 2 бы волчат еще оставлял. Это представляете, где бы они сейчас были? Пришлось бы в срочном порядке строить еще вольеры. У нас и так сейчас не хватает вольеров, вот просто не хватает. У нас не хватает, сейчас скажу на сколько. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 вольеров минимум. 10 на 10 нам еще не хватает, чтобы они комфортно сидели. Это еще 1,5 миллиона где-то. Плюс 2 больших, как у Акелы с Фурия, это еще 3 миллиона. Поэтому пока что так, как есть. Ну, потихоньку будут вести сборы у нас. Переходите в телеграм-канал, все там будете узнавать в первую очередь. У нас сейчас ведется пруд, реставрация, потом забор, потом дороги, потом вольеры. Все это, я надеюсь, мы закроем до зимы. Вот. С вашей помощью, с Божьей помощью. В общем, газ, пол и все. Евгений Конюхов, спасибо большое. Спасибо. Как там Гималай, персик? Люди не публичные, поэтому я не узнавал еще. До этого последний раз все нормально было. Лакшери жизнь у них. Я подбираю хозяевов, чтобы они были действительно в надежных руках. Конечно, у нас не бывает и без трагедий. У нас есть, которые погибли уже, щенки, которые были выпускники отсюда. Но не будем о плохом. Несчастные случаи тоже бывают и происходят. Спасибо, Юлия Левшин, спасибо. Извините, но за 5 рублей приехать к вам и еще договориться с вами еще что-то. Да, Машим, ну счастливого вам пути по жизни тогда. Я ничего вам больше не могу подсказать. Это ваши вопросы, ваши хотения, ваши проблемы. Вы захотели, я вам ответил. Хотите, приезжайте. Вот такие условия. Не хотите, не приезжайте. Я никого не заставляю. Это ваши личные какие-то там убеждения. Потому что парк сейчас закрыт и посещений никаких нет. Кто хочет, так вы, походу, новичок просто. Поэтому вас все это смутило. Посидели бы подольше, вы бы поняли, что люди здесь годами ждут, хотят приехать увидеть Акелу. Яна Пинфин. Почему 5000 за одного человека? Мне с семьями приезжали за 5000. Ну, это не как-то... Ну, с 5 человек приезжали, с 4, с 2. 1 приезжал за 5000. Неважно, любое вот, время оно. Это вот как урок.
Идет 40 минут. Все, 40 минут. Учитель уже платит не за сколько в классе человек, а вот за часы. Также здесь. Пришло в класс 20 человек или 5. Она же проводит все равно уроки. Да, машин. Ну, 5000 за семью. Сколько там были? Ну, 5 человек максимально, по-моему, приезжали. Да, вот. 5, без разницы. 1, 2, 3. Вот, 15 минут. 5000 рублей. Ну, естественно, не толпа там с 10 человек. Так, Виктория, привет. Так, Андрей думали разводить волкосов. Алтая. Так, что-то у вас такие вопросы, вы походу новички все. Каких волкособов разводить думали? У нас есть два ахиллеса. Есть которые брат черничка, а есть которые брат акулы, алу и аети. Да, комары кусают. Ну, тогда нормально. Да не, почему? Можно к нему зайти, но если я так сяду, он меня захочет укусить. Ну, попробовать на зуб схватить там. Андрюша, мы вас всех обнимаем. Спасибо большое. Так, давайте, дорогие друзья, я, наверное, буду заканчивать, потому что уже и вопросы пошли не по делам. И, в общем, холодно становится. У меня ноги подзамерзли. Мне надо еще кормить всех. Сегодня, скорее всего, может, прогуляюсь. Вчера Алиту выпускал, Лую выпускал погулять. Здесь по парку побегать. И, скорее всего, завтра тоже надо по делам кое-каким съездить, рано утром вставать. В общем, всем огромное спасибо за поддержку. Переходите в телеграм-канал. Я там буду оповещать по сбору средств, кто сколько собрал, что скинули. На самом деле, уже достаточно большое количество людей активизировалось, и за сутки собрали там, по-моему, больше 50 тысяч рублей. Просто это спасибо огромное Виктории за ее наплыв, за ее настрой, за ее вот это постоянно тыканье, там, вот так вот. Андрюха, на тебе, Андрюха, я только просыпаюсь, мне бах-бах, сходу слева, справа, я такой, ё-моё, я только успеваю вот так вот делать, короче, от нее уворачиваться, потом опять обед, я такой, ё-моё, что происходит, короче, вот так от нее, а потом опять пошла двоечка, тут просто джепы были, там накидывала, я там уходил от нее, а потом просто кувалдами меня к вечеру, ты чё попутал, ду-ду-ду меня, короче, вот так вот. Вот. Вот, и спасибо за это ей. Потому что, в принципе, нормально. Нормально. Выдерживаю. Так. Андрей, сохрани стрим, пожалуйста. Да. В общем, еще раз. Подписываемся на телеграм-канал. Также есть у нас группа в чате. Даже у людей, миллионников, там в телеграм-канале нету столько в чате людей, как у нас. Это благодаря, конечно, Виктории и Ирине, которые Ирина тоже поддерживает. Дом родной тоже молодец, чистит, помогает. Там спасибо огромное Магомеду. Всем, кто там участвует, Карина, Санта, всем огромное спасибо. Вот вам всем передаю за это все. За то, что поддерживаете, ведете телеграм-канал, так что переходите туда. Когда к сентябрю отключится YouTube, скорее всего, будет все там. Также есть, кто хочет поддержать проект, у нас есть платная группа Luxury Wolves, также ссылка в описании, вы можете спокойно туда подписаться, сделать подписку за 350 рублей
И там тоже одни из первых новостей выходят, отдельные какие-то моменты, прогулки с животными. Там все я снимаю, оповещаю, да, и какие-то личные тоже моменты могу скинуть, кому интересно, кто хочет там поизучать. И также подписывайтесь, вот ссылка на Delipet, говорите промокод WOLF, и вам делают на этот корм, который питается наши животные в парке волков, 20%. Просто вы нигде эту скидку не выпросите, нигде. 5 дают, максимум 7 дают процентов. Нигде не видел, чтобы там 10-15, а это 20% скидки. Это, ну, просто улет, если честно. Это огромная скидка, поэтому вам советую. Моя личная рекомендация по этому корму. Поэтому всем огромное спасибо, всех обнял. И еще раз всех благодарю за поддержку парка. Сегодня хороший у нас стрим прошел, хорошо поддержали, и за это отдельная вам благодарность. Все, пока-пока, всем спасибо, постараюсь сегодня выставить видео, и такое небольшое, коротенькое, 3-4 минуты, там Акела с Фурией.